Правительство завершает формирование нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить доработанную версию нацпроекта до конца августа. В состав нацпроекта войдут 5 федеральных проектов: создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения, 5 морей и озеро Байкал, производство отечественной продукции для туристской индустрии, туристическая привлекательность страны и кадры для туризма. При доработке нацпроекта необходимо выбрать оптимальную модель управления, синхронизировать межведомственные программы, просчитать социальные эффекты от запланированных мероприятий. Также необходимо уделить внимание доступности туристических услуг для разных социально-демографических групп, отметили в правительстве. В селе Южное в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских поселений» ведутся работы по строительству сетей водоснабжения. Уже проложено 4200 метров из 10900 общей протяженности трубопровода. Проводятся работы по устройству траншеи, прокладке трубопровода и монтажу переходных колодцев. В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах, ведь новый владелец может открыть шумное кафе, хостел или другое учреждение, которое нарушит покой жильцов. Эту инициативу поддержали 62% россиян. Жильцы, у которых уже есть магазин в подвале, в частности, отметили, что шумно от него бывает и днем, и по ночам. В то же время остальные участники опроса, в котором приняло участие 6900 человек, назвали хорошей идеей разместить в подвале дома полезные учреждения. К примеру, 14% опрошенных хотели бы, чтобы у них в доме был свой фитнес-клуб. 13% считают, что было бы удобно иметь в доме мастерскую или дом быта. Еще 12% уверены, что продуктовый магазин у них в подвале хорошая идея. 11% респондентов были бы не против, если бы в их доме была пекарня или булочная. С начала текущего года в Ингушетии провели 94 спортивных мероприятия, на 16 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них крупные турниры по дзюдо, вольной борьбе, соревнования по разным видам спорта. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Особо глава отметил международный турнир по боксу в честь столетия государственности Ингушетии. Власти региона планируют достичь поставленной президентом России Владимиром Путиным цели к 2030 году. 70% граждан России должны заниматься спортом на регулярной основе. В республике стартовал уникальный социальный проект «Живые письма». Он направлен на сохранение исторической памяти и популяризацию героических подвигов наших предков. Проект «Живые письма» — это серия из 20 короткометражных видеороликов, которые передают героизм, храбрость и самоотверженность участников войны. Социальный проект рассчитан на школьников с 5 по 11 классы. Им предстоит написать реальную историю о подвигах своих дедушек и бабушек. Автор идеи «Живые письма» Саид Гальмиев. Проект он защитил в начале июня в рамках грантового конкурса НКО «Росмолодежи». Идея этого проекта возникла с того, что я наткнулся на статью в журнале Нью-Йоркского издания, и там было написано то, что победу не в Великой Отечественной, а во Второй мировой войне одержали Великобритания и США. То есть никаким образом не упоминалось участие Советского Союза, то есть забылись все героические подвиги наших дедов-прадедов. С этого появилась идея того, что это нужно как-то популяризировать в нашей стране. В Госдуме предложили установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары, особенно в период с 1 августа по 1 ноября. Депутаты рекомендуют органам государственной власти субъектов Российской Федерации взять на контроль этот вопрос, в том числе вести постоянный мониторинг изменения цен на указанные товары. Кроме того, рекомендуется проработать вопрос о целесообразности повышения ставки ввозимых таможенных пошлин в отношении школьных товаров из недружественных для России стран при условии налаженного производства таких товаров в России и достаточного их количества на рынке. Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается дать право всем педагогам на досрочную пенсию при стаже работы от 25 лет. В соответствии с законодательством России сейчас страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста 65 и 60 лет при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 определенным категориям граждан, среди которых педагоги не менее 25 лет, работающие в организациях для детей, независимо от их возраста. Как поясняют авторы проекта, необходимо, чтобы должность, а также конкретный вид организации соответствовали спискам работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости.
Депутаты Госдумы предложили разработать законопроект, устанавливающий долгосрочные, не менее чем на 5 лет, тарифы ЖКХ с учетом их индексации. Проект закона рекомендуется подготовить к 1 марта 2025 года. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что служба уже разработала законопроект об основах государственного регулирования цен, который предусматривает применение долгосрочных тарифов. Сейчас ведомство ожидает принятия поручения о внесении законопроекта в правительство России. Тарифы для граждан ежегодно индексируются в пределах инфляции. Правительство устанавливает пороги увеличения для каждого региона. Контролирует соблюдение предельной планки Федеральная антимонопольная служба.